Говорим о реформах, если я в других отраслях здравоохранения или в экономике проявляю немножко слабость и недостаточно знаний, то в энергетике я думаю, что могу вам примером показать, как должно сегодня выглядеть и как вы это воспримете здесь, даже находясь вот сегодня в нашем зале. Подходы к развитию энергетической отрасли Республики Абхазия. Какой посыл мы сегодня даем? Как нужно ее реформировать? В целом, с реформированием любой отрасли, в том числе энергетики, мы опаздываем минимум на 10 лет. И чем позже мы это будем делать, тем больнее мы будем проводить эту реформу, тем тяжелее. Мы опоздали в ЖКХ. Реформы ЖКХ нужно было сделать еще 10-15 лет назад. Если бы мы сделали бы 10-15 лет назад, сегодня наш жилищный комплекс, наши жилищные условия выглядели бы намного интереснее и намного красивее и ухоженнее были бы. Уверяю, аварийных зданий, сооружений и у нас их не было. Итак, мое видение, основано на том опыте других стран, на успешном опыте, хотел бы вам показать. Абхазия, как я уже сказал, 250 тысяч и имеет 250 километров. Создание 7 районных электрических сетей, 7 директоров, 7 главных инженеров, 7 и так далее, нет в этом необходимости. Я ее разделил так называемый Восток. У нас есть вот это Запад, так называемый сетевой комплекс Запада. Мы говорим центр здесь и Восток. Разделим все это на 3 составляющих. Сетевые. Что мы сегодня имеем? Оператор энергосистемы РУП Черноморэнерго, где 100% является государственной собственностью. Перепадный ГЭС 2.4 не функционирует. Сухумская ГЭС аренда. Переток Российской Федерации производится из ПЛ ВЛ 220-110. Состояние их, я здесь не указал, требует достаточно. Сетевая инфраструктура 220 высоковольтные подстанции, распределительные сети, уровень потребления, уровень потерь почти 30%. Я написал скромно, но здесь достигает уровень потерь и коммерческих, и технических до 40%. Собираемость платежей 45%, итого за 10 месяцев, по итогам 10 месяцев. 45% это собирает. Представляете, 55% электроэнергии мы потеряли. Это точные цифры за 2024 год. Требуется реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиций в энергетические системы Республики Абхазия. Вот тут я подхожу к тому, что сперва мы говорим о инвестициях. Мы российские инвестиции не хотим, своих средств не имеем. Хотим, чтобы было государственно. Невозможно. Да? В руках государства оно будет или разваливаться, как уже 30 лет было, да, ухудшаться его состояние. А если мы говорим о коммерциализации, то ровно нужно столько коммерциализировать, сколько принесет результат, да, успех, сколько тебе нужны деньги. И в первую очередь привлекаем национального инвестора, так сказать, своих граждан, которые готовы инвестировать, покупать ценные бумаги. Следующий слайд, он показывает, как я вижу это. Мы видим это следующим, да, РУП Черноморэнерго во главе здесь создается так называемый Запад, сетевой комплекс, Запада сетевой комплекс, да, система Запада комплекс составляет из количества абонентов 30 тысяч абонентов, плюс составляющие там коммерческие потребители, это организации, предприятия, и называем Западэнерго. Мы его называем Западэнерго, или Абхаз Западэнерго, не имеет значения. Мы государству отдаем 51%, 49% инвестор. И вот тут законопроект, в котором мы говорим о ценных бумагах, действует, издаются акции, и все, кто сегодня готов участвовать в инвестициях в энергосистему в существующих тарифах, говорит, ему будет интересно. Тариф должен быть привлекательным для инвестиций. Всегда так. А уровень инвестиционной составляющей определяет кто? Государство. Говорит, что мы хотим видеть в конечном результате? Надежную энергосистему X5, там X3. Если так говорить в простонародье, какую машину мы хотим видеть? Жигули, Мерседес, Майбах. Что мы хотим видеть из нашей энергосистемы? Среднего качества, да, категории 3. 2 категории хотим иметь. В таком случае деньги, которые нужно привлечь из инвестпрограммы, описывается. Вот тут. Исходя, энергетическая компания Черноморэнерго описывает нам инвестиции, необходимые в энергетическую направленность Западэнерго. Вот Западэнерго нужно 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей разбили. Мы понимаем, что эти 2 миллиарда разбиваются на 3 года. Где их взять деньги? От всех. Объявляем, кто принесет, у результата дивиденда составляющие будут такие. И мы разбиваем ее в 49. Дальше идет центр, то же самое, и то же самое здесь. И теперь мы регулируем. Если нам нужны больше инвестиций, значит инвестпрограмма составлена, опять дополнительно привлекать. Если оно самодостаточное, регулирует государство. Все регулирует государство своими издаваемыми правилами. Ключевые правила, которые не выведут за пределы, это правила эксплуатации электричества,
правила расчета тарифа на электроэнергию по классам напряжения и правила установки электроприборов. 3 правилами, большими томами книг, которыми управляется вся энергетика всего мира. Нигде энергетика мира никем не датируется. Ни одна страна нигде не датирует. Есть перекрестное субсидирование, так называемое, когда тариф социальный, затраты на социальный тариф перекладываются на более богатые тарифные составляющие предприятия, организации или более другое. Хотя это тоже делается осторожно.